В Ингушетии создан штаб новой общественной организации Комитета семей воинов Отечества, который является региональным отделением Всероссийского объединения. Председателем ведомства стала Фатима Барханоева, общественник, сопредседатель регионального штаба ОНФ в республике. Штаб будет осуществлять деятельность в таких направлениях, как юридическая и психологическая помощь, прием обращений и сбор благотворительных пожертвований, патриотическое воспитание и взаимодействие с органами государственной власти. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов отметил важность создания комитета, целью которого является поддержка семей воинов Отечества, участников и ветеранов боевых действий, членов их семей и близких родственников для сохранения или восстановления их физического, психического и духовного здоровья, личностного и социального статуса. Он добавил, что власти должны выстроить коммуникацию с семьями абсолютно всех участников СВО. Не только мобилизованных с территории Республики Ингушетия кадровых военнослужащих, но и тех, кто отправлялся по контракту с территории других субъектов, добровольцев и так далее. О создании в стране Комитета семей воинов Отечества стало известно на встрече президента России Владимира Путина с матерями военнослужащих. Отметим, что в Ингушетии организована работа по дополнительной поддержке граждан, призванных на военную службу по мобилизации вооруженной силы Российской Федерации и членов их семей. В ноябре прошлого года глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семьям лиц, призванных на военную службу по мобилизации. Работа комитета, она заключается в том, что мы должны оказывать психологическую, социальную, гуманитарную помощь, правовую. Еще ряд мероприятий, которые мы должны в течение первого полугодия провести. Например, вчера мы заполняли форму. Значит, к Дню защитника мы решили, чтобы, наверное, в школах дети, чтобы открытки сделали своими руками. И мы эту почту, письма отправим для воинов Отечества. Очень хорошо. Да. Уроки мужества в школах нужно будет. Мы обозначили с 20 апреля по 9 мая в этот промежуток, чтобы прошли уроки мужества в школах. Все предложения и уроки мужества, и необходимость там помощь какая-то, мы будем участвовать. То есть я имею в виду, администрация главы будет участвовать. Хорошо. Вот поэтому определяйте, надо работать с главами районов, городов. Минздраву было поручение, чтобы каждая семья, у них был на каждую семью паспорт. Министерству образования было поручено каждая семья знать, сколько учеников в школах, каких школах. И к 1 сентябрю, значит, мы будем изыскивать возможность, мы реально это и делаем, значит, какую-то помощь, если это нужно, вплоть до того, что собрать в школу детей, которые у нас подходят 10-11 класс, значит, чтобы они особое внимание обращали на них по подготовке их поступления в высшее учебное заведение. Это должно быть систематически, система выработана, ежедневной работы, ежемесячной и годичной. То есть мы не должны упустить те категорию семей, которые у нас военнослужащие есть. Значит, взаимодействие должно быть. Значит, при любых обстоятельствах, если есть необходимость, вы всегда можете полагаться, я вас всегда приму, естественно.